Я сейчас начну. 1, 2, 3. Здравствуйте, дорогие друзья и участники нашего сегодняшнего мероприятия и наши уважаемые лекторы. Мы рады вновь приветствовать вас на нашем онлайн-мероприятии в рамках нашего проекта «Лаборатория здоровья». И сегодня у нас речь пойдет о здоровом образе жизни. Тема нашей первой лекции – Федор Григорьевич Углов о значении трезвого, здорового образа жизни и активном долголетии. Позвольте представить нашего лектора Карл Георгиевич Башарин, заведующий кафедрой, член ученого совета Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, ректор Народного университета трезвого и здорового образа жизни, профессор, доктор медицинских наук, академик Международной академии информатизации, академик Петровской академии искусств, академик Академии духовности Республики Саха-Якутия, академик и вице-президент Международной академии трезвости. Пожалуйста, вам слово, Карл Георгиевич. Здравствуйте, спасибо за представление. Я более 40 лет занимаюсь вопросами трезвого здорового образа жизни. Будучи студентом медицинского института 4-го курса, я читал лекции среди населения. И когда закончил университет, я стал работать патологоанатомом. Я сегодня хочу вам представить мои материалы о влиянии алкоголя, табака, наркотиков на организм человека. Но прежде чем представить свои материалы, я хочу рассказать вам об академике Федоре Григорьевиче Углове, который 103 года делал операции. Он никогда не употреблял алкогольных изделий, табака, вел трезвый здоровый образ жизни. Участвовал в Великой Отечественной войне. В годы войны он в осажденном Ленинграде делал операции, спасал сотни и тысячи наших красноармейцев, офицеров, бойцов. Я был лично знаком с Федором Григорьевичем Угловым. Я его поздравлял на 100-летнем юбилее. Он меня пригласил в Таврический дворец, и я там выступил. Это было 5 октября 2004 года. Затем я выступил с поздравлениями на съезде трезвеннических организаций СНГ, России, а также на его кафедре. Вот сейчас, пожалуйста, покажите видео с Угловым. Посмотрите. Так. Вот сейчас в России он разработал уникальные операции по лечению рака пищевода и желудка. Уникальные операции на сердце. 34 года назад одним из самых первых в мире он пересадил искусственный клапан больному с тяжелым пороком сердца. Это один из немногих хирургов, которому коллеги и русские, и зарубежные аплодировали прямо в операционной. В день своего 90-летия Федор Григорьевич Углов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самый долго оперирующий хирург. Та операция, которую мы снимали, закончилась тем, что успешно удалили опухоль весом в 3,5 килограмма. Я напомню, что эту операцию проводил хирург, которому исполнилось 98 лет. 98 лет. И, конечно, этого невероятного человека я хочу сегодня пригласить в нашу студию. Встречайте, у нас в гостях легенда мировой медицины, академик Федор Углов.
таком возрасте вы без очков и оперируете без очков, что у вас не дрожат руки. И Федор Григорьевич. Ничего удивительного нет. Я не всю жизнь не пил, не курил, не выпил ни одной рюмки водки и не выкурил ни одной папиросы. Федор Григорьевич, невероятное долголетие. И человеческое, и профессиональное. Это просто удивительно. Ведь говорят, что есть 3 порока, сокращающих жизнь людям. Это курение, алкоголь и женщины. Как вы? Непорочны? Нет. Я, значит, не пил никогда, не курил и вел нормальный образ жизни. Вот, скажем, любовь. Это очень важная вещь. Без нее жизнь не только неинтересна, но и вообще неполноценна. Но если этой любовью злоупотреблять, то ты сократишь свою жизнь. Слайды, пожалуйста. Я вам должен сказать, что Федор Григорьевич Углов в 100 лет наизусть знал Евгения Онегина, водил машину, он постоянно закаливался, каждый день обливался холодной водой при любой погоде, летом, весной и зимой, вообще во все времена года. 2 ведрами воды холодной на улице, в снегу. И любил париться в бане. Вот. Итак, вы видите меня в Таврическом дворце, когда я вот вместе с Угловым стою, я его там поздравлял. Так, и теперь выступит его ученик Жданов, академик Жданов. Сейчас послушайте его выступление, его последователь, ученик его. Он приезжал... Такие угловские чтения прошли по всей стране, в том числе здесь у вас в Якутии. И вот Карл Георгиевич Башарин, конечно, наш мощнейший соратник. Трудно после него всегда выступать, очень трудно. Вот. Лучше перед ним выступать. И я вот, все-таки мы сегодня его тоже будем чествовать. Я бы хотел 2 слова про него сказать. Нас пригласили на международную конференцию в город Анадырь, на Чукотку. Она была посвящена противодействию наркотикам на Крайнем Севере. На эту конференцию мы выслали свои тезисы докладов. Эти тезисы докладов напечатали. Но когда приехало руководство госнаркоконтроля, старое бывшее руководство, и когда оно прочитало мои тезисы доклада, приказали срочно из сборника вырезать и сжечь. То есть доклад Жданова вырезали, сожгли, вот, а всем раздали доклад без этих страниц. И я, когда прилетел в составе большой группы профессоров, они сказали: нет, Жданов выступать у нас не будет. То есть мы против того. Это было буквально 3 года назад. Ну, все возмутились, как так вроде. Ну вот мы его из программы, мы его там где-то забыли, не включили. В общем, дурака валяют, чтобы мне слова не давать. Все тогда сказали: мы тогда тоже не будем выступать. Ну ладно, дадим. Но только 10 минут. Ну что за 10 минут можно рассказать об этой серьезнейшей проблеме? Ну, я вышел и сказал, что вообще проблема наркотиков страшная проблема. Но начинается эта проблема не с наркотиков, которые колятся наркоманы, а проблема начинается с первой сигареты, которую ребенок выкурил, с первой рюмки, которую ребенок употребил. Этот президиум аж весь перекорежило, когда я начал про алкоголь и табак говорить. Они сразу: хватит, нам тут нотации, лекции читать, хватит, время у вас вышло. Ну, в общем, скомкал я выступление и сел. И объявляю: следующий профессор Башарин, доктор медицинских наук, а Карл Георгиевич, как всегда, в шапочке, в белом халате, идет на трибуну, зал сразу захлопал. Он вышел и своим громогласным голосом заявил: я хотел бы возразить профессору Жданову. Весь президиум сразу: о, сейчас он ему врежет, так сказать, ага. Вы абсолютно не правы, Владимир Георгиевич, утверждая, что наркомания начинается с первой выпитой рюмки и с первой выкуренной сигареты. Эти еще более приободрились. Наркомания начинается
с первой рюмки и с первой сигареты, которую ребенок увидел в руках у своих родителей. И снял. Я вспоминаю, как мы радовались на столетии Федора Григорьевича Углова в Таврическом дворце, в этом историческом здании, прошло чествование. Надо сказать, что меня тоже там до трибуны не пустили, но там великолепно от нас, от трезвых людей, как раз выступил Карл Георгиевич, прочитал стихи о русском языке, о русском человеке. Ну, все-таки я во многом завидую вам, молодым студентам, что есть у вас здесь в Якутске вот такие профессора, как Карл Георгиевич. Ну, о себе я тоже завидую, потому что действительно по жизни Федор Григорьевич Углов был моим учителем, великим учителем, был моим старшим товарищем, а в общем-то я согласен с Александром Николаевичем Майоровым, он мне заменил и рано ушедшего моего отца. Память о Федоре Григорьевиче, этом великом человеке. Вы знаете, это человек, который спас наш народ от уничтожения. Вот у индейцев в Америке не оказалось углов, и индейцев уничтожили алкоголем, смели их с лица земли. А у нас с вами оказался такой человек, как Углов. Он поднял знамя борьбы за трезвость, поднял его высоко, с высочайших научных, гражданских, патриотических позиций. Это знамя подхватили мы, его ученики и соратники. И я уверен, все равно мы эту сволочь и мы эту гадость победим. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, вы видите теперь на презентации слайд «Здоровье», мое определение здоровья. Пожалуйста, сфотографируйте, выучите наизусть и применяйте в своей жизни. Здоровье – это динамическое состояние организма человека, обусловленное изменяющейся внешней средой, исключающее употребление наркотических ядов, алкоголя, табака, наркотиков, психотропных веществ, токсикантов, характеризующиеся нормальным функционированием всех органов и систем, оптимальной трудоспособностью и социальным и психическим благополучием, требующим ежедневного постоянного труда по сохранению и развитию здоровья. Игнорирование труда ведет к преждевременной старости, болезням, инвалидизации и преждевременной смерти. Следующий слайд. Пожалуйста, следующий слайд. Я, проанализировав работы физиологов, психиатров, невропатологов 18, 19, 20 веков, как врач-патологоанатом, полностью согласен с их выводами и сформулировал основной закон науки собриологии, закон трезвости. Что такое трезвость? Трезвость – это полная свобода живых существ, включая человека от алкогольной, табачной, наркотической запрограммированности и фактических отравлений. Ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое, единственно разумное состояние живых существ, включая человеческое сообщество. Нарушение закона ведет к вырождению и гибели как отдельного живого существа и его потомков, так и всех живых существ, включая человеческое сообщество. Поэтому на первом месте должна стоять трезвость. Поэтому мы должны говорить не просто здоровый образ жизни, а именно трезвый, здоровый образ жизни. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Вот как патологоанатом я изучил изменения в органах. Вот посмотрите, сердце нормальное, а справа сердце, пивное сердце увеличенное, ожиревшее. Может такое сердце весить
2-3 килограмма. Оно называется пивным сердцем. И человек умирает от разрыва истонченных, ожиревших стенок сердца и со смертельным кровотечением. Следующий, показывайте. Вот печень. Печень нормальная. Печень людей, которые выпивают алкогольные изделия. Водку, коньяк, пиво, самогон. Это все виды алкогольных изделий вредно действуют. И внизу, видите, цирроз печени. Вначале печень жиреет, огромных размеров, может достигать буквально 20 килограммов и разрываться при малейшей травме. И вот потом цирроз печени. Печень сморщивается, уменьшается, становится каменистой плотности, и человек в страшных мучениях умирает. Следующее. Вот перед вами труп алкоголика. Он начал как культурно-питейщик, стал алкоголиком, пролежал в психиатрической больнице 20 лет. Все внутренние органы у него были сморщенные. Так, головной мозг уменьшен. Потом у него омертвение конечностей произошло. Видите? Следующий слайд. Вот вы видите, от пьющих и курящих людей рождаются вот такие неполноценные дети-уроды. Вот. Поэтому ни одной капли, ни одной папиросы, ни в каком виде нельзя употреблять и курить и так далее. Дальше. Вот я собрал материал у меня в музее. Я организовал музей на кафедре у себя. Можете прийти посмотреть. Лучший музей по признанию президента Международной академии трезвости, где представлены такие материалы. Так, следующее. Я теперь хочу рассказать о принципах активного долголетия Федора Григорьевича Углова. Вот Федор Григорьевич Углов был патриотом Родины. Он говорил, всем нужно любить Родину. Вот это самое главное. Когда человек любит Родину, он работает для своего народа, для своей Родины. Видите? Вот это самое главное. Всегда мы должны быть патриотами Родины. Дальше. Люби работу. И особенно физическую работу. Очень важно. Каждый человек должен трудиться. Только тогда он будет здоровым. А если не будет трудиться, деградирует быстро. Так, умей владеть собой. Вот эти принципы активного долголетия вы, пожалуйста, сфотографируйте и выучите как следует. Я бы еще сказал следующее. Углов, он говорил так. Никакая физкультура, никакой спорт не заменит работу. Поэтому надо физически работать, физический труд. Он сам всю жизнь трудился, и жил он за городом в Санкт-Петербурге. Так, убирал свой двор зимой, там, чистил снег, колол дрова и так далее, и так далее. Водил машину. Итак, хотел бы остановиться на таком вопросе. Последнее время, очень много случаев, когда люди не занимаются зарядкой. Обязательно нужно заниматься зарядкой минут 20-30 по утрам, обливаться холодной водой, как Углов. Все это я опробировал на самом себе, и мне на будущий год будет 80 лет. Но я чувствую себя неплохо, хорошо. Но в заключение я хотел бы вам, в порядке того, что все мы должны быть патриотами Родины, закончить свое
лекцию словами государственного гимна, поскольку значит, гимн является главным инструментом патриотического воспитания. Не случайно, видите, вот сейчас, когда идут Олимпийские игры, нашим спортсменам запрещают петь гимн, поднимать флаг нашей страны и так далее. Поэтому гимн – это важнейший инструмент воспитания патриотизма. К сожалению, текст гимна мало кто знает. Я, как лектор общества знания, читал лекции от Анадыря до Калининграда. Вот, включите меня, включите. Так, включите меня. Слышите, нет? Вот, хорошо. Значит, я завершаю. От Анадыря до Калининграда читал лекции и спрашивал, кто знает гимн России? И поднимало несколько рук, там 5-6 человек, я спрашивал, можете, как стихотворение сказать? Практически никто не сказал. Поэтому я внедрил в учебный процесс медицинского института гимн России и гимн Республики Саха-Якутия. Подготовил 10 тысяч студентов-медиков, которые в Народном университете моем, так, которые хорошо знают гимн России и умеют своим личным примером проводить профилактическую работу. Итак, Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Широкий простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность отчизне. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Будем дисциплинированными, ответственными, активными, неутомимыми в действиях, чтобы стать творцами своей достойной жизни и процветания нашей исконной, многонациональной, любимой, великой Родины России, как академик Федор Григорьевич Углов. Да здравствует Россия, да здравствует Якутия! Ура! Спасибо за внимание. Ура! Спасибо вам большое, Карл Георгиевич, за очень интересную и полезную лекцию. Позвольте вас ознакомить с изданиями, книжками Федора Григорьевича, с которыми вы можете ознакомиться в нашей библиотеке, в Национальной библиотеке. «Береги здоровье и честь с молоду». Правильно, очень хорошо, правильно. Ага. «Некоторые пути к долголетию». Видно, да? Да. Так, есть также эссе «Под белой мантией» Федора Григорьевича. «Человек среди людей». Есть еще вот «В плену иллюзий». Для тех, кто заинтересовались, можете. Мы работаем, кроме субботы и воскресенья, каждый день с 10 до 6. И вот 2014 года книжка Федора Углова «Советы столетнего хирурга». Такая вот очень. Очень хорошие книги. Я вот советую всем ознакомиться с этими книгами и прочитать. Спасибо за показ этих книг. Пожалуйста. Сейчас хочу слово предоставить нашему лектору, также Елене Ивановне Тросько с докладом «Болезнь вейпов». Елена Ивановна – врач-кардиолог высшей категории, руководитель Суджок Ассоциации Республики Саха-Якутия, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия и Российской Федерации, заслуженный врач Республики Саха-Якутия.
Пожалуйста, Елена Ивановна. Здравствуйте, дорогие слушатели рубрики «Лаборатория здоровья». Мы встречаемся с вами сегодня в интересной компании. Спасибо большое Карлу Георгиевичу за великолепную лекцию. Карл Георгиевич является моим учителем. Всегда с любовью вспоминаю нашу с вами работу. Мы очень тесно соприкасались и всегда знали, что в вас мы найдем поддержку. Спасибо. Сегодняшняя тема у нас связана со здоровым образом жизни. Это очень важный момент, поскольку мы пришли в этот мир, чтобы жить, а не так, чтобы уходить из этого мира как можно быстрее. Мы должны прожить хорошую, счастливую жизнь, сделать много пользы в мире, совершенствоваться и вложить свой труд в развитие общества. Тема сегодняшней лекции – болезнь вейпа, достаточно актуальная сейчас. Дело в том, что вот эти вредности, алкоголь, курение, люди, которые занимаются вопросами как бы практического использования это у молодежи, то есть пытаются заработать деньги на использовании молодыми людьми вот этих пристрастий. Эти люди, они делают определенное развитие вот этих вредных вещей. И поэтому сейчас предлагаются альтернативы курению. Альтернативы курению – это использование вейпов, использование электронных сигарет и использование кальянов. Вот сейчас мы поговорим на эту тему. Это очень актуально сейчас. Дело в том, что мишенью для использования таких альтернативных методов курения именно являются наши дети, сейчас, секундочку, молодые люди. Итак, болезнь вейперов или вейпов. Что такое вейп? Несколько лет назад на прилавках появились устройства для вдыхания пара. Их пропагандировали как безопасную альтернативу привычным никотиновым сигаретам. Устройства эти могут быть разного дизайна, размера, в виде коробочек, с трубкой-насадкой, в виде длинных цилиндров, очень таких необычных, блестящих, красивых. Помимо электронных сигарет и мини-кальянов продаются и жидкости с различными ароматическими свойствами для заправки этих устройств, вейпов. Их огромное множество. Встречается вишни, кофе, лимон, мармелад, различные муссы, банановые, клубники и так далее. В составе этих жидкостей глицерин, пропиленгликоль, ароматические добавки. Одни наполнители содержат никотин, другие нет. Обычно это указано на упаковке. Вейп похож на ингалятор. Внутри него нагревается и закипает жидкость, в результате чего образуется пар для вдыхания. От английского вейпинг – парение. Вот так выглядят электронные сигареты и вейпи. Они наносят непоправимый вред здоровью. В сентябре 2020 года в журнале Американской кардиологической ассоциации было опубликовано исследование об использовании электронных сигарет и вейпинговых продуктов. Ученые сравнили влияние разных ингаляций пара с никотином и без него, а также табачного дыма в сравнении с обычным воздухом. И нужно сказать, что ни у одной из подопытных крыс, подвергшихся воздействию воздуха без примесей, то есть чистого воздуха, не развился респираторный дистресс-синдром или какие-то другие заболевания. Но при этом у 14 из 18 животных, получавших пар с примесями, вот с теми примесями, про которые я рассказала, начали страдать от затрудненного дыхания, у них отметили слышимые хрипы, отсутствие активности, и одно животное, одна крыса погибла. Вейпинг способствует повышению артериального давления, вызывает дисфункцию эндотелия, внутреннюю оболочку сосудов меняется,
повышается риск развития инфаркта миокарда и инсульта. В марте 2020 года в США зарегистрировано было 2800 случаев заболевания, 68 из которых закончились летально. Типичными жертвами становятся молодые мужчины, женщины, в последнее время употреблявшие электронно-сигаретную технику. Они уже страдают острым респираторным расстройством, которое включает симптомы одышки, дискомфорта в груди, кашля, лихорадки и усталости. На рентгенографии пострадавших врачи обнаруживают двухсторонние легочные инфильтраты, а в результате гистологии, то есть у умерших, выявлены пневмонит, бронхиолит и альвеолярные повреждения. Вот посмотрите, как выглядит вейп. Кажется он безобидным. И каковы изменения на компьютерной томографии. Посмотрите, правый рисунок, легкое, все затемненное. Сейчас говорят о новой болезни Эволи. Расшифровывается как e-cigarette vaping product used associated lung injury. Повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпа. То есть это уже введено в МКБ практически. Такое название болезни дал Центр по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах в 2019 году. После того, когда в стране был зафиксирован резкий всплеск заболеваний легких у вейперов. Некоторые производители вейп-продукции заявляют, что вейпинг – это безопасная альтернатива курению. Но, однако, это не так. Фактически вейпинг, в том числе и без никотина, рекламирует, что нет использования никотина в этих устройствах, может оказывать вредное воздействие на организм. Побочные эффекты часто зависят от вида жидкости, используемой в электронных сигаретах. Многие из ее ингредиентов имеют сертификат ГРАС, то есть могут использоваться в пищевых целях. Однако в процессе курения они нагреваются, испаряются, под действием высоких температур оказывают токсическое воздействие на организм. Результаты исследования 2015 года показали, что при нагревании глицерина и пропиленгликоля в жидкостях для вейпов образуется соединение, выделяющее формальдегид, вещество, которое относится к канцерогенам первой группы и может повышать риск развития рака. Ну, вот так выглядят легкие при использовании вейпа. Это крайне правая картинка, посередине легкие курильщика и слева легкие здорового человека. Вейп-жидкости содержат канцерогены, нитрозамин и диэтиленгликоль, что в конечном итоге также вызывает рак. Более того, курение вейпов чревато болезнью Альцгеймера, что провоцируется содержанием ацетальдегида. По данным медицинских учреждений штатов Висконсин и Иллинойс, около 87% пострадавших от эпидемии употребляли тетрагидроканнабинол. Это основное действующее вещество марихуаны. При этом они использовали картриджи для вейпов, купленные неофициально, то есть на черном рынке. Это непонятного происхождения смеси. Пострадавшие употребляли как минимум 3 месяца, и после этого у них появлялись симптомы болезни легких. Но сейчас уже есть данные, что даже после 1,5 месяцев ежедневного приема, ежедневного использования вейпов, можно уже оказаться на искусственной вентиляции легких. Большинство пользовалось картриджами, как правило, картриджи эти с черного рынка. Таким образом, главный вред от вейпа. Мы поняли, что вейп создает пар, а не дым, курильщик вдыхает пар. Многие производители вейпов говорят, меньше никотина попадает, ничего подобного. Все это вредно, даже если это безникотиновая жидкость. Компонентами любой жидкости для вейпа являются пропиленгликоль и глицерин, как я вам уже говорила, которые во время нагревания разлагаются, и мы получаем формальдегид и акролеин. Эти вещества действуют на нервную систему, вызывают опухолевые процессы. Акролеин раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Кроме того, нагревание спиралей вейпа образует мелкодисперсный пар. Он обжигает дыхательные пути,
Частички жидкости электронных сигарет оседают в легких человека. Из-за особенностей процесса парения никотин попадает в организм не в виде дыма, а в виде аэрозолей, как я уже сказала, и моментально всасывается. Поэтому в организм электронного курильщика попадает больше никотина. Кроме того, никотин в электронных сигаретах, он, как правило, синтетический и чрезвычайно токсичный, очень быстро вызывающий зависимость. Никотин является сильным нейротоксическим ядом. В жидкостях для вейпов никотина содержится столько же, сколько в сигаретах, около 6 мг на 1 грамм смеси. По отзывам, один парильщик в среднем выкуривает 10 грамм смеси в неделю, а это 60 мг никотина, что по никотину равно примерно 50 сигаретам. Часто курильщику не хватает тех ощущений, которые он получал, вдыхая табачный дым. И пытаясь добиться прежних ощущений, многие курильщики пытаются увеличить крепость жидкости, чтобы получить так называемый труат-хит, удар по горлу. Это прямой путь к передозировке никотином. И еще одна ловушка, ожидающая электрокурильщиков – соблазн курить чаще и больше. По любому поводу. Расстроился, какое-то препятствие, стресс, что-то не так. Сразу сигарету в зубы. Осознание того, что электронная сигарета практически безвредна, об этом нам говорят производители электронных сигарет, и курить ее можно где угодно и сколько угодно, часто играет с потребителями этих сигарет злую шутку. Альтернативные виды курения – это электронные сигареты, вейп, кальян и системы нагревания табака еще используют. Также в жидкостях для вейпа используется ацетат витамина Е, альфа-токоферол ацетат. Он безвреден при употреблении внутрь, но пары, образующиеся при его нагревании, токсичны. Так, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк сообщает, что это вещество встречалось в больших концентрациях во всех изъятых у пациентов картриджей для электронных сигарет. Ряд американских пульмонологов высказывали теорию, что согласно которой вдыхание паров ацетата витамина Е, а используют его, как правило, для того, чтобы растворять ароматические вещества. Вот вдыхание паров витамина Е становится причиной липидной или липоидной пневмонии, то есть заболевания легких, симптомы которого сходны с симптомами, отмечавшихся у заболевших вейперов. То есть жир попадает в легкие, оседает в альвеолах, и никакими путями этот жир из альвеол не удаляется. Вот, как это модно, как это красиво, считают вейперы. Даже проводятся фестивали, потому как ты можешь, клубы пара, как ты можешь ими управлять и так далее. Так представлен этот вейп, тоже что-то такое загадочное, интересное, как будто бы ты становишься более взрослым. Но мы знаем, что курение убивает. Вот таким образом заправляется вейп ароматизаторами. Но знайте, что смерть рядом в этом случае. Каковы же симптомы болезней вейперов? Боль в груди при дыхании и кашле, кашель с мокротой, одышка в состоянии покоя, темные образования в нижней части легких, нарушение пищеварения, усталость, рвота, может быть, тошнота. Вот так выглядят легкие вейперов на компьютерной томографии. При такой картине прямая дорога на ИВЛ. Вот он, смертельный пар. И интересный случай представляет Денис Проценко, главный врач больницы Коммунарки. Это легкие 20-летней девушки. Ей поставлен диагноз повреждения легких вследствие курения е-сигарет. Она оказалась в реанимации в клинике коммунарной больницы. И вы видите на КТ, что практически больше половины каждого легкого у этой девушки повреждено. То есть дышать она сама не может, за нее дышит аппарат. Чем это закончится, мы не знаем. Ребенку 20 лет, пишет Денис Проценко. А начиналось это все так красиво, по-взрослому в кавычках, так весело.
И все же почему молодые люди, подростки, дети в старших классах используют вейпы и е-сигареты? Ну, считают, что модно, стильно, безопасно. Это способ самовыражения. Пытаются подчеркнуть свою индивидуальность. Делают это за компанию. Пытаются доказать независимость от родителей. Ну и, конечно, взрослость, чтобы их уважали. Однако курение наносит непоправимый вред. Это психическая и физическая зависимость. Никотин провоцирует обструктивную болезнь легких. Курящие люди, как правило, страдают ожирением. Электронные сигареты абсолютно все вызывают психологическую зависимость. В электронных сигаретах содержится диацил, он вызывает хрупность легочной ткани. И кальяны. Сейчас очень это популярно и модно, кальянные. Приходят часами, молодые люди курят кальяны. Кальян вызывает психологическую зависимость. Молоко и вода, которые используются в кальяне, ни в коем мере не задерживают вредных веществ. Вот. Это вейпы. Как это круто, как это замечательно. Можно такие делать изумительные круги. Так и изобретатели этой продукции рекламируют свои страшные изделия. Вред от вейпа: рождение мертвых детей, импотенция, угнетение центральной нервной системы, ухудшение состояния почек, ухудшение памяти, пародонтоз, кариес, рак ротовой полости. Очень серьезно все. Очень печально, что и женщины сейчас активно используют продукцию альтернативного курения, тоже считая, что это модно и безопасно. Во время курения кальяна человек вдыхает гораздо больший объем дыма, чем при курении сигареты. По исследованиям ВОЗ, одна сессия курения кальяна на протяжении нескольких часов способна доставить в легкие столько дыма, как 100 сигарет. При курении кальяна вдох глубже и сильнее, дым, охлажденный в холодной воде, более глубоко проникает в легкие, вызывая непоправимые изменения. Так выглядит электронная сигарета. Тоже разработчики делают их разной формой, привлекательности. Структура такова, что имеется картридж с жидкостью, катушки, которые начинают нагреваться, приводить к испарению жидкость картриджа. Некоторые имеют тлеющий вид, то есть имитирующие тление сигареты светодиода, микропроцессоры там участвуют. И, как правило, говорят, что электронные сигареты, производители электронных сигарет, они абсолютно безопасны. А вот теперь посмотрите содержание канцерогенов и токсинов в электронной сигарете в сравнении с обычной сигаретой. Никотин, формальдегид, ацетон, ацетальдегид, нитрозамин, диацил – абсолютный набор идентичный канцерогенов. Вейпинг – это тоже какой-то стиль жизни. Посмотрите, хорошо одетый молодой человек, какое-то непонятное устройство, курит. В 2018 году в медицинскую школу Вашингтонского университета поступило 15 пациентов с ожогами в области лица, рук, бедер и паха из-за курения электронных сигарет. Дело в том, что литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для работы устройства, они быстро перегреваются. И значительное повышение температуры становится причиной короткого замыкания, в результате чего электронная сигарета буквально взрывается в руках курильщика. Иногда это бывает в ротовой полости. Вот таким выглядит человек. Хорошо, что здесь еще не повреждены глаза. Последствия взрыва сигарет – ожоги кистей. Итак, влияние курения на организм. Ну, видим, что поскольку поступление вредного вещества идет через легкие, в легких осуществляется газообмен. Каждая клеточка тела, кровь с кровью, в каждой клеточке тела это вредное вещество попадает. Что страдает? Кожа, зубы, лицо курильщика. Они обычно серого цвета, дряблые, отечность под глазами. Легкие.
эмфизема, рак, хроническая обструктивная болезнь, сердце, спазм сосудов, атеросклероз ранний, ишемическая болезнь сердца, нервная система – это все виды нейропатий, костная система, остеопороз, периферические сосуды, перемежающаяся хромота, мозг, инсульт, гортань, трахея, воспаление, рак, пищевод страдает как? Пептические язвы, потому что заглатывание происходит не только попадание вредных веществ в дыхательную систему, но и пищеварительную систему, желудочно-кишечный тракт, язва, раки и мочеполовая система – это бесплодие, выкидыши, различного рода сексуальные расстройства. Несколько слов хочу сказать прицельно о влиянии курения на сердце. Здесь мы видим всевозможные нарушения. От нарушения ритма, от обычной синусовой тахикардии до пароксизмальных тахикардий, блокад, экстрасистолии, до ишемических изменений, поскольку никотин и другие вредные вещества, ингаляционно получаемые человеком, влияют на эндотелий сосудов, вызывают изменения и в конечном итоге раннее образование бляшек. Кроме того, образующийся угарный газ при курении поступает в кровь и образует с гемоглобином карбоксигемоглобин, стойкое соединение, которое не участвует в транспорте кислорода и способствует нарушению тканевого газообмена. Все это приводит к формированию атеросклеротических бляшек. Так выглядят бляшки в сердце. И вверху, в верхнем углу, поражение артерий нижних конечностей. Карл Георгиевич нам представлял вид легких курильщика, вот, а здесь сердце курильщика. Видите, оно серое, измененное, с измененными кальцинированными артериями, увеличенное. Итак, 6 причин бросить курить. Ну, прежде всего, это низкая продолжительность жизни и ранняя смерть. Это возможность получить инфаркт, инсульт. Для чего? Нужно отказаться от этого, и риск при этом, при отказе от курения снижается вдвое в течение 2 лет. Это различные формы онкологических заболеваний. Прежде всего, рак легких и другие раки. А какие другие раки? Рак гортани, ротовой полости, пищевода и кишечника. Сексуальные и репродуктивные проблемы. Это очень важная сейчас проблема для молодежи, сколько мы видим бесплодия и мужского, и женского, и проблемы беременности. Если вы сейчас бросаете курить, что происходит с вашим организмом? Прямо сейчас. Через 20 минут кровяное давление и пульс возвращается к величинам некурящего человека. Через 8 часов уровень никотина, угарного газа уменьшается наполовину. Через 24 часа угарный газ полностью выводится из организма, легкие начинают очищаться от накопленных газов. Через 48 часов организм уже полностью очищается от никотина, восстанавливается чувствительность к вкусам и запахам. Через 72 часа дыхание становится более свободным, исчезают трудности в виде хрипов, кашля. До 12 недель восстанавливаются органы системы кровообращения, и появляется возможность нормально выполнять физические нагрузки. Через 3-9 месяцев полностью исчезает трудность с дыханием. Кашель, хрипы и объем легких увеличивается. Через год риск сердечного приступа уменьшается вдвое. Здесь нам даже дают такие цифры. И через 10 лет риск рака уменьшается также наполовину. Поводы, мотивации и рекомендации по отказу от курения. Ну, конечно, нужно для себя решить, кто ты, для чего ты появился в этом мире, и твоя роль, и твое предназначение. И понимать, что курение – это вред собственному здоровью. Это главный повод для отказа. Не стоит забывать, что от вашего дыма страдают и другие. Это называется пассивным курением. И это могут быть ваши родные. Курильщик имеет не очень приятный внешний вид. Когда человек курит, это всегда видно. От него пахнет дымом пропитаны одежда, пальцы, волосы.
кожа лица, все приобретает бурый цвет. Курение – существенная статья расходов для курильщика. Простой подсчет неутешителен. Попробуйте посчитать, и в то же время все это оседает в карманах производителей. С чего же нужно начать? Первое и самое главное – это, конечно, решимость. Даже бывает, что только поменяешь привычки или выработаешь устойчивость к стрессовым ситуациям, и уже нет повода взять сигарету в руки. Если просто решимости недостаточно, нужно обратиться, конечно, к врачу, к специалисту. И с учетом стажа курения, привычек будет назначена определенная психотерапия, возможно, даны рекомендации по никотинозамещающим препаратам, прописаны какие-то другие лекарства для поддержания нормальной работы других органов. Итак, как бросить курить? Хотя это не просто, но это у вас получится. То есть, прежде всего, осознание, кто ты. Если ты это осознаешь, то принять решение и все эти вещи сделать будет нетрудно. Значит, нужно захотеть. Никто не может вас заставить. Это только ваше решение. Следующее. Найти плюсы в отказе от курения. Поверьте, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Приобрести новую привычку взамен курения. Заменить курение регулярными занятиями спортом, найти хобби. Физическая активность помогает справляться с тягой к сигаретам и снизить стресс. Самое главное – умение говорить себе «нет». Не уменьшайте дозу никотина, а просто бросайте раз и навсегда. Обязательно хвалите себя и гордитесь собой, ведь то, что вы делаете – поступок сильного человека. Необходимо изменить образ жизни, то есть нельзя ходить на перекуры с коллегами курящими и посещать вечеринки и места, где находятся курящие люди и курят. Необходимо приготовиться к трудностям, ведь организму нужно время, чтобы научиться жить без никотина. Но я вас уверяю, эти трудности преодолимы. Не бояться попросить помощи у специалистов. Врач может подсказать самый лучший путь решения этой проблемы. Иногда бывает достаточно разговора с врачом, очень вдумчивого, искреннего, и многое становится на свои места, и тяга значительно уменьшается. Итак, курению нет. Я думаю, что мы с Карлом Георгиевичем вас убедили в этом. И основные выводы мои. Откажитесь от курения, будьте здоровы. Начните радоваться жизни, а не прятаться от трудностей и препятствий за табачным дымом. Знайте, что все, что вызывает на вашем пути препятствия, в конечном счете дает нам возможность развиваться и совершенствоваться. Обязательно улыбайтесь, приносите пользу людям, проявляйте заботу об окружающих вас людях. И делайте всю работу с удовольствием. Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте. В связи с этим я хочу вам сказать несколько слов в заключении о уникальной методе физического поддержания здоровья сам Ван Гонг. Это определенная система физических поз тела, которые активизируют душу и разум. Проводит эти занятия президент Международной Суджок-ассоциации доктор Пак Мин Чу и вице-президент доктор Пак Мин Кю. Эти занятия онлайн. С 6 сентября набирается новый курс. Очень рекомендую это. Никакого не нужно какой-то подготовки специальной физической. То есть может заниматься любой человек любого возраста. Вы получите, во-первых, уникальные знания, раскроется для вас видение жизни, ваше сознание расширится, совершенствоваться будет. Вы откроете себе много философии жизни через эти движения, через вертикальные линии тела. Если у вас появился интерес, вы можете связаться по этому адресу smiledoctors@gmail.com, получить все необходимые сведения и начать заниматься 6 сентября. Благодарю за внимание. Всем всех благ и улыбки жизни. Лена Ивановна, вы Спасибо, можете Ивановна. еще раз
объявление показать. Я скопирую. Еще нет, до этого еще было Ага. первое, которое с рисунком. Ага, Мгм. вот, спасибо. Хочу сказать, что эти курсы сертификационные, международный диплом выдается. То есть, получая этот курс, вы даже можете со временем иметь право преподавать эти движения. Савдан Васильевна, все, да, выходим? Все, спасибо. Хорошо. Спасибо, Елена Ивановна, за очень содержательную лекцию. У нас вот в чате пишут: спасибо за очень интересную познавательную лекцию. Будет ли запись? Да, запись у нас будет обязательно на нашем YouTube-канале. Дорогие друзья, может, есть вопросы? Можете включить микрофоны, задать свои вопросы нашим лекторам. Вопросов, по-моему, нету, да? Действительно, мы сегодня затронули очень актуальные темы. Так, если у нас Можно вопросов... спросить, Да, конечно. эти платные курсы или нет? Сколько стоит? Да, эти курсы платные, за 22 дня занятий по часу в день онлайн, то есть вы у себя дома занимаетесь час с педагогами, да, они смотрят ваши позиции, как вы делаете, показывают, много рассказывают. По-моему, 7500. Там вот в рекламе есть указания. Вещают из Южной Кореи на Кипр, на Индию, на Россию. Международная суджок-ассоциация. Руководитель, президент, доктор Пак Минчул. Понятно, спасибо. Пожалуйста, будьте здоровы. Еще вопросы? Всем все понятно. Ну что ж, тогда мы завершаем наше онлайн-мероприятие. Спасибо большое еще раз нашим лекторам за очень полезную и интересную лекцию. Дорогие друзья, будьте здоровы, не болейте, ведите здоровый образ жизни. И, как сказала Елена Ивановна, занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте. До новых встреч! До свидания.